26 февраля в Большом зале администрации Вурнарского района состоялось 7-е заседание Вурнарского районного собрания депутатов. Основным вопросом стало обсуждение итогов социально-экономического развития Вурнарского района за 2020 год. За отчетный период администрация обеспечила качественное исполнение бюджета. Консолидированный бюджет Вурнарского района за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 56,8 миллиона рублей, при плановом дефиците 61,5 миллиона рублей. Были приведены и демографические показатели. В районе родились 234 ребенка, умерли 597 человек. Число зарегистрированных браков 94, разводов 82. В выступлении главы администрации района многое было сказано и о сельском хозяйстве, являющемся наряду с промышленностью основной отраслью экономики района. В аграрном секторе на сегодня отмечается его стабильное развитие. В районе продолжается реализация проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах. В 2020 году были реализованы 32 проекта. В текущем году конкурсный отбор прошли 22 проекта на общую сумму более 15 миллионов рублей. В сфере жилищно-коммунального хозяйства также имеется ряд положительных изменений. В минувшем году проведен капитальный ремонт общего имущества в 5 многоквартирных домах на общую сумму 8 миллионов рублей. В 2021 году будет проведен капитальный ремонт общего имущества еще в 3 многоквартирных домах. Дети-сироты, то есть обеспечение жильем детей-сирот. По состоянию на 1 января 2021 года состоят на учете нуждающиеся в жилье 72 ребенка-сироты. В 2020 году бюджету Вурнарского района предоставлена субвенция из республиканского бюджета в размере 7,1 миллиона рублей на обеспечение жилыми помещениями 7 детей-сирот. На вышеуказанные средства приобретено одно жилое помещение, квартира специализированного жилищного фонда на общую сумму более 1 миллиона рублей. Также заключен муниципальный контракт на строительство 8-квартирного жилого дома в поселке Вурнары на общую сумму 8,1 миллиона рублей. Глава администрации района также отметил развитие системы здравоохранения, поблагодарив врачей, медсестер и других работников здравоохранения за самоотверженный труд во время пандемии. Напомнил, что в Вурнарской ЦРБ был развернут госпиталь на 105 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Образование также является приоритетной отраслью. Ежегодно в сферу образования направляется более половины средств районного бюджета. В целях укрепления материально-технической базы и приведения школ в соответствии к современным требованиям проведен капитальный ремонт спортивного зала Вурман-Кебекской школы на 1,1 миллиона рублей. В течение сезона 2020 года мы выявили проблемы, в направлении которых есть существенное невыполнение. Это и обеспечение, жильем детей-сирот, это и отсутствие паспортов к отопительному сезону, это и недостаточно выстроенная работа по внесению изменений в устав района. Но, тем не менее, я считаю, в 2021 году с нашей командной работой депутатов, я думаю, все эти невыполненные задачи мы перевыполним даже. Глава администрации района также в ходе своего выступления отдельно остановился на вопросах развития малого и среднего бизнеса, физической культуры и спорта и ситуации в сфере рынка труда. С конкретными предложениями выступили официальные гости, отмечая, что в муниципалитете официально решаются первоочередные проблемы и задачи, поставленные правительством Чувашской республики. Насколько мне память не изменяет, по итогам 2020 года рост поступлений в бюджет Вурнарского района за счет республики вырос на 25% в этих пределах. Идет программа и по инициативному бюджетированию. Как раз сегодня приняли на 2021 год общая сумма по инициативному бюджетированию будет порядка 480 миллионов рублей. Поэтому все эти меры поддержки и возможности для того, чтобы находить и реализовывать проект на территории Вурнарского района, конечно, существует. Дмитрий Краснов в рамках рабочего визита в район ознакомился с деятельностью ОАО «Вурнарский мясокомбинат», посетил цеха предприятия.